Я хотела бы сказать, вот как, в принципе, наверное, повторю тоже какие-то вещи, вот логику, как я вижу логику событий. Сегодня, к сожалению, я вот согласна, Кисо, с тобой, что сегодня возобладали такие вот корпоративные, личные, коммерческие интересы. К сожалению, вот вся, так сказать, тактика, тактические решения, которые принимаются, они вот завязаны на этих коммерческих интересах. Даже стратегии нет. Я уже не говорю о стратегии развития государства, а даже если взять вот эти корпоративные, личные, коммерческие интересы, даже в этом стратегии нет, потому что мы не видим таких убедительных выкладок, которые показали бы вот в долгосрочном плане, что можно, так сказать, как можно обеспечить эти коммерческие интересы. Вот такое ощущение, что какие-то разовые решения, вот разовые какие-то выгоды, и вот на этом потом, а после меня хоть потом. Вот такое вот ощущение складывается. Для защиты этих интересов выстраивается жесткая вертикаль. Вот она нужна, вот, чтобы такие интересы, потому что всегда, конечно, общество будет недовольно, когда подменяются государственные задачи какими-то корпоративными задачами и целями. Как обеспечить эту жесткую вертикаль? Мы видим вот эту вереницу поправок, законопроектов, там, иноагенты, потом там, поправки к расширению полномочий СГБ было, не прошло, потом сейчас поправки о клевете и ряд так, других инициатив. И параллельно, значит, идет обработка общественного мнения. И посмотрите, ставка сделана на том, чтобы убедить и, так сказать, широкую общественность, которая ориентируется на там, телевидение в основном, и нашего стратегического партнера убедить в том, что все, кто, так сказать, критикуют и не поддерживают вот эту вот существующую на сегодняшний день линию, что это все люди, которые, так сказать, выражают антироссийские настроения. Вот на что сделана ставка. И понимаете как, у нас это не первый раз, кстати. Если вы помните, там, при другой власти у нас все были прогрузинские, кто не с нами, тот враг. Сегодня все, кто не с нами, все антироссийские. И вот но такого масштаба вмешивания внешних факторов в нашу внутреннюю динамику еще, по-моему, не было, как сегодня. Ну, я связываю это не только с какими-то качествами людей, которые ведут сегодня пропаганду, личными какими-то качествами. Это и соцсети, конечно, играют большую роль, и, так сказать, гораздо больше механизмов для того, чтобы все это выплескивалось. Но даже когда пытаются вроде бы как говорить о защите, ну, о государственном интересе, все равно говорят с позиции внешних факторов, а не, так сказать, с наших, собственно говоря, наших национальных интересов, которые, как мне казалось, ну, понятны всем, но получается, что они, видимо, все-таки есть расхождения серьезные. Мы уже на круглом столе в Обеге говорили об этом, что, наверное, надо вернуться, опять проговорить, в чем состоит национальный интерес, определить красные линии, чтобы никакая партия, никакое движение, вот, понимаете, не позволяли себе за эти красные линии переходить. Но это должен быть, конечно, общий такой разговор. Конечно, ненормальная ситуация с тем, что ну, так сказать, люди, которые имеют иное мнение, не имеют доступа к абхазскому телевидению. Мы все согласны с тем, что, несмотря на наличие телефонов, этих современных гаджетов, большая часть нашего общества все-таки ориентируется на телевидение. Абсолютно недопустимая ситуация сложилась. Вот нас в декабре еще, значит, нас обозвали чуть ли не предателями Родины, несколько человек. Мы с декабря месяца не можем получить доступ на АГТРК. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я думаю, что очень многие тоже, и представители оппозиции очень ограничены во всем этом. Я слышу бесконечные разговоры о каких-то бесконечных переговорах с АГТРК, что будет прямой эфир. Нам, кстати, предлагали не прямой эфир, а просто в записи. Но, извините, к телевидению уже нет доверия. После того, что мы слышим, и когда люди говорят полную ерунду, выходя, так сказать, на телевидение, им не оппонируют ведущие, а подыгрывают, ну какое может быть доверие вот каким-то передачам в записи? Дальше. Вот сейчас
я хотела бы сказать, если вот вернуться к теме НПО. Вопрос даже не в том, я согласна с тем, что это вообще нарушает наши традиции, вот градация людей, там, чужие, свои и так далее, ино, не ино и так далее. Но вопрос здесь, в общем-то, даже не в этом. Потому что все, кто не согласен с чем-то, могут оказаться людьми, которых будут преследовать вот по такому дискриминационному закону. И это вопрос о свободах и правах. Это не вопрос об НПО. Если речь идет об НПО, то я, например, предлагаю, мы предлагали это, кстати говоря, потому что это же не сегодня вопрос возник, давайте возьмем старый закон о некоммерческих организациях. Если есть необходимость, вообще новый напишем. Создадим рабочую группу, в которую войдут представители парламента, партии, там, не знаю, НПО, исполнительной власти, депутаты и так далее, и разработаем новый закон. Вы хотите контролировать? Я считаю, что нас и так контролируют. Ну ладно, вы еще больше хотите контролировать? Ради бога, кто против? Но мы понимаем, что закон об иноагентах другие совершенно задачи должен решать. Оставьте вы этот закон об иноагентах, мы же не против контроля. Давайте поговорим о контроле и оформим это в рамках закона о некоммерческих организациях. Но понятно, что это неинтересно. Но я все-таки вот как бы озвучиваю вот это предложение, чтобы при парламенте была создана комиссия, куда войдут и чиновники, и общественность, и работа вот над такими поправками или законом происходила. Я хочу сказать, что вот ничего вот этого не было бы, может быть, какой-то в такой в легкой версии какой-то закон приняли бы, потому что есть план по гармонизации без всяких иноагентов, если бы мы не стали высказываться по поводу Пицунды. И, кстати говоря, это не только по поводу Пицунды. Первый раз мы высказались, когда после майских событий стали уголовные дела, попытались открыть на представителей оппозиции. Мы тогда сделали заявление, вот несколько человек, и сказали, что мы видим, что у нас как бы тенденции к тому, что складывается полицейский режим, этого нельзя допустить. И вот после этого, так сказать, усилилась риторика в отношении иноагентов. А если бы мы по поводу Пицунды промолчали, я думаю, что тоже вот так остро вопрос, может быть, не стоял бы. Я бы хотела сказать, по поводу революции, вы уже и мы все время это говорили, все... Оказалась в компании с несколькими чиновниками, я сказала, извините, из нас присутствующих только я не делала госперевороты. Я из НПО, вы все чиновники здесь сидите. Вот. Что это нарушение традиций, вот, и мне кажется, это тоже очень важный момент, вот как бы в обществе таком маленьком, где мы все знаем, кто чем дышит, вот такое еще поощрение такого доносительства, которое сегодня, вот понимаете как, когда там на наших дедов и, так сказать, бабушек доносили, это как бы оставалось там внутри фамилии, да, и, может быть, мы знаем, кто и что и чего. Сегодня это скрыть невозможно, люди выходят на ГТРК и доносят прям таки публично. От того, что это публично или скрыто, донос не перестает быть доносом. Вот как выглядят сегодня вот эти обличительные, так сказать, в кавычках, выступления. Значит, что еще я хотела сказать, что я просто хочу один пример привести, как используются, во-первых, вот эти вот очень нечистоплотные телеграм-каналы, которые почти в унисон с официальными ресурсами говорят. Один пример хочу привести. И это еще потом дублируется в «Спутнике», «Спутник Абхазия». Хочу привести вам один пример. Я пару лет тому назад, для сборника, который Наталья Акаба готовила, написала статью. Я там критикую западные подходы, и я говорю, что вот вы нас упрекаете в том, что мы так зависим от России. Я говорю, конечно, когда мы в международной изоляции находимся, для нас единственная дверь открыта – это Россия. Я говорю, а с чего вы другого ожидали? При этом я добавляю, но если даже нас завтра вы все признаете, Грузия нас признает, это не значит, что мы отвернемся от России. Мы всегда должны считаться с интересами России. Это огромная страна с огромными ресурсами, это, так сказать, держава. И не считаться с интересами России мы никогда не сможем. От нас этого не ждите. Вот как бы в таком духе. Что делает анонимный автор? Там ведь анонимные статьи публикуются. Я не говорю про комментарии, это статья, публикация, под которой были отключены, между прочим, комментарии.
Вот Лиана Кварчели сказала, что как только мы зависим сейчас от России, но как только Запад нас признает, мы тут же станем прозападными. Вот, пожалуйста, они даже меня не цитируют, как бы ссылку не дают, потому что если пойти по ссылке, можно увидеть, что я совершенно другую вещь сказал. Вот так строится сегодня эта пропаганда. Я надеюсь, что как бы все-таки люди могут критически, так сказать, мыслить. Я даже смотрю по комментариям, между прочим, там явно видно, что там платные, так сказать, работники невидимого фронта сидят и как-то пытаются поддерживать вот эту вот риторику, но гораздо больше людей сегодня уже понимают, что к чему, и слава богу. Теперь вот в чем нас как бы еще обвиняют, что мы проводники западного влияния. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы всегда сами пытаемся и успешно во многих вопросах влиять на повестку вот этих международных организаций, которые находятся здесь. Мы не можем, к сожалению, сегодня вот наших одних усилий недостаточно, как вы понимаете, это наивно было бы полагать, чтобы нас признали как независимое государство, и чтобы мы стали членом ООН. Но мы постоянно какие-то позиции отвоевываем. Когда мы добиваемся там, допустим, студенческих вот этих вот программ, чтобы наши студенты могли ездить учиться там в каких-то европейских вузах, не как представители Грузии, а как представители Южного Кавказа. Или когда мы там какие-то региональные форматы организуем и так далее. Мы все время пытаемся вот как бы профиль Абхазии поднять, чем просто вот, так сказать, на уровне грузино-абхазских взаимоотношений. Но, к сожалению, сегодня это никому не интересно. Вот раньше при всех властях мы говорили с министрами, мы какие-то вещи обсуждали, как нам казалось, что это важные вещи, но сегодня это просто оказалось невозможным, им это не интересно. И меня удивляет, что вот с такой легкостью перечеркивается, я даже не про наши говорю усилия, а усилия других всех людей, которые, вот, так сказать, в МИДе были, и там президентами были и так далее. И я что хочу сказать, что сегодня пытаются преподнести в качестве иностранного влияния. Это то, что мы всего лишь хотим, чтобы соблюдалась наша Конституция, уважались права человека, прописанные, гарантированные нашей второй, так сказать, главой Конституции. Вот когда мы об этом говорим, оказывается, это иностранное влияние. Либо вы не знакомы с нашей Конституцией, вы вообще не понимаете, в каком вы оперируете политическом строе, либо, извините меня, вы занимаетесь подлогом и манипуляциями. Вот что происходит. Вот. Да, и не только, кстати говоря, соблюдать Конституцию само собой, и как бы это тоже Конституция обеспеченный суверенитет. То есть вот все, что касается независимости Абхазии, свобод в Абхазии, развития Абхазии, это все сегодня преподносится как иностранное влияние в противовес России. Но это просто немыслимая ситуация. Мне кажется, все-таки должен быть такой очень консолидированный ответ нашим властям, что нельзя вот так вот этими темами, они не только тормозят вообще как бы наше развитие, они не в то русло российско-абхазские отношения заводят. Вместо того, чтобы вести такую очень важную, продуманную дипломатическую работу на всех направлениях, в первую очередь со стратегическим партнером, обсуждать все вот эти вопросы, так сказать, у нас все решается на уровне пропаганды. И в итоге мы все становимся заложниками вот этих коммерческих интересов. Сегодня парламент должен как-то реагировать на эту ноту. Вообще мы все должны как-то теперь, нас завели в тупик. Из этого тупика очень сложно выходить. И никто не несет ответственность за то, что мы все оказались в таком трудном положении. Мы не хотим, чтобы портились наши отношения с нашим стратегическим партнером. Но кто несет ответственность за то, что нас завели не в том направлении? Вот в чем вопрос. Спасибо, извините, я долго говорю. Хочу один вопрос задать. Да. Не кажется ли, это может быть абсурдно, не кажется ли тебе, что все это делается в будущем контексте, что Россия и Грузия помирятся, и что мы забыли свою конституцию и суверенность, и свободу? Совершенно верно. Мне кажется, туда готовят. Да. Пропустила, вот у меня этот пункт был, особенно вот эти разговоры. Во-первых, потепление отношений мы видим
мы читаем действительно вот эти российские ресурсы. Мы не мешали этому проекту. Да, ресурсы читаем российские, где как бы Абхазию все время критикуют, а Грузию все время как бы хвалят. Да? И такая разница в восприятии. Министр похвалил. Да, министр тоже, кстати, наш похвалил. Да. Сказал, что вот разумные люди, слава богу, что они не думают о войне, я думаю, что это как раз таки хорошо, конечно, но то, что там ведутся разговоры о конфедерации, и то, что мы слышали, кстати, от наших политиков, что и в России есть политики, которые как под сукном держат этот проект конфедерации, Абхазия, Грузия, Осетия и так далее. Как бы это, к сожалению, вот мы через 30 лет пришли к моменту, когда мы понимаем, что, оказывается, для кого-то эта тема не исчерпана. Так что все может быть. Если не отталкиваться от интересов Абхазии, мы еще и автономией можем стать. История повторяется. Культурная автономия. Да. Театр сохранял.